Наверное, все слышали выражение «с Дона выдачи нет», но мало кто знает, что оно означает. А история берет свое начало еще в средние века, когда по Дону проходила южная граница Рязанского княжества, а за ней начиналось Дикое поле. Так вот, эти малонаселенные территории, фактически свободные от какой-либо власти, всегда привлекали служилых людей, крестьян, преступников, которые жаждали вольницы. И вот первым и главным правилом этой вольницы и было «с Дона выдачи нет». У новичков была возможность начать жить с чистого листа. Прошлое здесь никого не интересовало. Преступления, долги, повинности – все оставалось на том берегу Дона. Первым, кто решил бороться с этой казачьей вольностью, стал Петр I. Недовольные казаки подняли восстание под предводительством Кондратия Булавина, но Петр отправил на Дон карательную экспедицию и жестоко подавил бунт, тем самым доказав, что выдача с Дона все-таки есть. А спустя несколько десятилетий уже Екатерина II ликвидировала одну из самых опасных вольниц того периода – Запорожскую Сечь. И фактически тем самым казачьей вольности в России пришел конец. Спасибо за просмотр. Дальше будет интереснее.